Не жарко тебе? Теплая погодка? Когда эта маленькая девочка вырастет, она будет рассказывать детям и внукам, что родилась в эпоху ковида. Коронавирус навсегда стал частью ее истории ее семьи и целого поколения. Хотя, конечно, сама она об этом еще не подозревает и сладко спит в коляске. И только ее мама знает, через что им пришлось пройти, прежде чем вот так просто выйти на улицу, вдохнуть весенний воздух, погулять с собакой. Айзек, рядом. Карина Колбина попала в роддом с коронавирусной инфекцией и поражением легких, хотя до последнего не верила, что у нее ковид. Затрудненное дыхание списывало на растущий живот, а высокую температуру на обычную простуду. И даже в машине скорой помощи она думала лишь о том, что зря занимает чье-то место. Мне было стыдно перед другими людьми, что я занимаю скорую. Очень много людей болело, и пожилых. Мне казалось, что я здоровый человек. Но когда степень поражения превысила 40%, стало по-настоящему тяжело и страшно. Как и его мать, ребенок в утробе, по сути, начал задыхаться. Врачи провели экстренное кесарево сечение. Варя появилась на свет совсем крошкой. Вес 2600, рост 46 сантиметров. Мне вот так ее показали, а я была в маске кислородной и говорила: унесите ее скорее. Мне было очень страшно заразить ребенка в родах. Мне хочется ее потрогать, приложить к себе, но я не могла себе этого позволить. Это была из тех ситуаций, когда и мама тяжелая, да, и ребеночку угрожает на фоне вот этой вирусной инфекции, гипоксии мамы, уже гипоксия плода возникает, да, и мы хотели спасти и маму, и малыша, нам это удалось. Та ситуация, которую мы на грани прошли. Здесь у нас дети отделения патологии новорожденных. Тоже большой процент поражения был. Такие кадры регулярно снимают сами сотрудники Демского роддома, который по-прежнему работает как ковидный. И эти записи стали единственным утешением для молодых мам. Чтобы исключить риск заражения, женщины неделями не видят своих новорожденных малышей, не могут взять их на руки. Для многих это тяжелое эмоциональное испытание, что сильно влияет и на развитие самой болезни. Состояние Карины после родов резко ухудшилось. Она попала в реанимацию. Врачи сказали, что я сдалась. Просто то, что ребенок не со мной, я расслабилась на тот момент и впала в пучину отчаяния. Я плакала там и день, и ночь. И все же ей удалось справиться с эмоциями и пойти на поправку. Она увидела дочь лишь спустя 10 дней во время выписки. Правда, и тут взять ее на руки удалось не сразу. Ее протягивают, но не мне, а моего мужа, потому что, так принято ведь у нас. Вот так вот чуть-чуть приоткрыла, и все, мы побежали в машину. И, наконец-то, в машине мне ее дают. Я смотрю на нее, то есть ее реальный размер, и она просто крошечная. Я никогда в жизни не видела таких детей. Мамочки, они с честью выдержали этот год. Действительно, матери с большой буквы, да, которые в такое время смогли вот как-то выдержать, выписаться и восстановить тут же грудное вскармливание. Ровно год тому назад, 7 апреля, нам поступили первые пациенты. Сейчас вот на данный момент идет работа восстановления. Вчера мы выписали последних пациентов, обработали в мирное время, и сейчас здесь отделение гинекологии находится. Мирное время? Нет, это не оговорка. Так теперь выражаются многие медики, подразумевая доковидную эпоху. И впервые с осторожностью начинают говорить об этом сейчас. Ведь целый год им пришлось работать действительно как на фронте. Сутками без сна и отдыха, рискуя жизнью и погибая. И не случайно вернулось в обиход почти забытое слово «госпиталь». Не больницы, не поликлиники, а именно госпитали, как на войне, открывались один за другим с началом пандемии. Самый первый ковидный госпиталь в республике год назад был развернут на базе Демской больницы. Сегодня они впервые за год заходят в палаты без противочумных костюмов. Эти перепачканные краской женщины, медсестры и санитарки, которые работали здесь, в красной зоне, а теперь с оживлением взялись за кисти и валики, чтобы сделать косметический ремонт и поскорее распахнуть двери больницы в обычном, мирном режиме. Говорят, мечтали об этом дне и почти как в той песне, приближали его как могли. Было на душе просто приятно, что люди уходят домой, выписываются здоровыми и уходят домой. В тот период, когда в этих стенах работал ковидный инфекционный госпиталь, абсолютно все квадратные метры были задействованы под размещение больных. Люди лежали в ординаторской. В Сестринской, например, до сих пор стоят койки. А кое-где все еще можно найти очень трогательные детали. Например, вот эти сувениры, которые пациенты оставили на память медперсоналу.
СМС-ки присылают, что вот сколько километров они уже без одышки могут пройти, на какую высоту могут забраться. Вот это составляет, наверное, смысл жизни. Ой, ты моя Лядушка. Сколько лет, сколько зим. Одна зима, одно лето, одна осень, одна весна. Целый год будто бы выпал из ее жизни, о чем убедительно подсказывает пустой календарь на рабочем столе. Вот весь, все пустой, видите. Полгода полной изоляции и еще полгода тяжелой болезни. С таким поражением легких, в которое даже верится не сразу, 96%. Ее возвращение на работу теперь кажется настоящим чудом. Шаура Гильманова – одна из тех, кто возводил фундамент башкирского телевидения и радио. Автор множества передач и фильмов. За 46 лет она воспитала несколько поколений журналистов. Это мой диван, который я купила, когда я здесь ночевала. Сейчас возвращаешься после монтажа в 3 обратно, я ночевала на работе. Ее энергии и жизнелюбию можно позавидовать, и именно это в том числе помогло ей вернуться почти с того света. Я смерти не боюсь. Мне страшно, что я не успела вот это сделать, вот это сделать, вот это сделать. И вот когда я вот эти самые плохие моменты, когда понимала, что завтра может не быть, я думала о том, что сколько долго-то у меня остается. То есть работы много и умирать нельзя. Один из проектов, о которых она думала в больнице, незавершенный фильм о Мустае Кариме, с которым Шаура Габасовна была близко знакома лично. Мустая, эти цветы собраны с вашей долины. Это самые дорогие цветы мне, для меня. Заболев коронавирусом, она неделю пыталась лечиться дома сама, пока не упала в обморок. Потом целый месяц в реанимации. Вспоминает, как пришлось учиться дышать синхронно с аппаратом ИВЛ. Аппарат такой, а у меня не успеваю я пуф там за ним. Начинаю стучать, голоса нету, беру ложку и по этой, потому что каждые 5-3 минуты, там не 3 минуты, там минуты не хватает для того, чтобы задыхаешься уже, вот не успеваешь. Сорвешь, то вообще дышать нечем. Одновременно с ней боролся за жизнь, но не выдержал и ушел оператор, с которым Шаура Габасовна проработала 25 лет, Ильдар Насрединов. Она узнала об этом в больнице. Так как меня не было, я не видела, я не провожала, у меня до сих пор ощущение, что он жив, бодрствует, растит детей. Как родились у него двойняшки. Покупали, ходили с ребятами ванночки, гадали, 1 или 2, раз-двое. И вот такие потери, они, конечно, отрезвляют. Даже где-то там, между жизнью и смертью, Шаура Габасовна слышала голоса врачей, которые стали для нее будто маяком в тумане. Сейчас она говорит, ее спас Бог, но руками людей в белых халатах. Заходит реаниматолог Андрей Леонидович, несет всякую чушь, байки, говорит. То есть, чтобы я не уходила, вот он задает вопросы, держит в тонусе тебя. Когда я лежала в реанимации, заболела санитарка Сатигапай, заразилась. И столько врачей, вот я знаю, которые именно заразились на работе. Я ежедневно вот молю о здоровье всех, кто в белых халатах. Они заслуживают большего, они заслуживают большей зарплаты, больше внимания, любви. Свой белый халат она надевает тоже спустя ровно 1 год. Медсестра Римма Ипарова стала одним из первых медиков, заболевших ковидом на работе, еще в апреле прошлого года. В родное детское отделение Верхнеаркеевской больницы она приходит пока только в гости, проведать коллег. После поражения в 95% легкие не восстановились до сих пор. Женщине дали 3-ю группу инвалидности. Скучаю, конечно. На работу охота бы, конечно, выйти. Но пока со здоровьем никак. Впрочем, одна ковидная трансформация вызывает у коллег улыбку. В период болезни Римма Хатизовна лишилась почти всех волос. Но выросли новые, еще лучше. Я вот на фотографии, у меня там прямые волосы. Сейчас кудрявые после болезни. Вот кудряшка, как Римка. Все удивляются. Такую встречу специально не придумаешь. В одной из палат Римма Хатизовна узнает свою бывшую пациентку. 30 лет назад Розалия Сибагатульна попала в детское отделение, еще будучи 9-классницей, а теперь лежит здесь уже с дочерью. И хорошо помнит свою медсестру, которая безболезненно делала уколы. Я это прекрасно помню.
Я не плакала. Ковидом Рима Хатизовна заразилась, вероятно, от кого-то из маленьких пациентов. После ночной смены резко почувствовала себя плохо. То, что было потом, до сих пор вспоминает с трудом. Я боялась черного мешка. Тогда же говорили, что черный мешок положит. Это же опасная инфекция. И никто тебя не увидит, и ни дети, и родные по-человечески похоронить не смогут. Желание жить все-таки победило. Она не вставала, едва могла говорить, однако на вопросы врачей о самочувствии неизменно отвечала. С каждым днем лучше. И будто сама твердо в это поверила. О детях я думала всегда. Внучках, внуках, как они будут жить без меня. Мы же всегда вместе. Наверное, это помогло мне выжить. 7-летняя Амелия отправляла бабушке рисунки с солнцем и цветами. Едва вернувшись домой, Рима Хатизовна вновь посадила свои любимые розы. Для ее родных эти месяцы тоже стали серьезным испытанием. Дочь Ирина боялась проснуться ночью от звонка из больницы. Боялась, что она уйдет. Не представляли мы жизнь без мамы. Эта болезнь всем дала понять, что самые главные ценности в жизни – это не деньги, не богатство, а здоровье родителей, здоровье близких. Риму Хатизовну и многих других пациентов буквально отвоевали у смерти врачи Республиканской клинической больницы. У нас радостные моменты есть, выздоравливающие и выписывающиеся пациенты. На этих летних кадрах Гульназ Грицаенко, тогда руководитель инфекционного госпиталя на базе РКБ, встречает журналистов в красной зоне. А сегодня идет по тем же коридорам уже без душного защитного костюма. Ее отделение пульмонологии тоже заработало в мирном режиме и вновь заполнилось некоронованными пациентами, как их иногда называют здесь. Вы много лет курили? Да нет, где-то 55. Нет, 55 лет только. Да, это очень мало. Учитывая ваш возраст 72 года... На работников РКБ ковидная эпоха буквально обрушилась еще в самом начале, когда даже не было четких методик лечения. Так получилось, что испытывать их медикам коллективно пришлось на себе. На тот момент, в апреле месяце, мне было самое тяжелое – это оставлять отделение, когда меня саму увозили в инфекционное отделение. Потом повторно был тяжелый момент, когда привезли мою дочь, которая успела ее заразить. Но этот опыт научил врачей понимать инфекцию как бы изнутри, осознавать, что чувствуют пациенты и насколько для них в этот момент важна эмоциональная поддержка. Обратите внимание, какие у нас позитивные рисуночки на спине. Это для наших же пациентов, что солнышко есть, что выздоровление впереди. Именно положительные эмоции стали для многих пациентов будто бы секретным ингредиентом выздоровления. Те, кто даже со 100% поражением не сдавался и верил в лучшее, действительно справлялись и удивляли даже врачей. Вспоминаю сейчас фразы нашей одной пациентки, когда она выздоровела, уже написала нам как бы свой отклик, и как она говорила, что она была в тумане, и она помнит вот эти фразы: «Вы будете жить, мы с вами будем дружить, мы с вами будем общаться». И вот эти воспоминания из той глубины, они настолько сильные и очень для нас приятные. Все они, и врачи, и пациенты, называют этот год самым тяжелым в своей жизни. Но совершенно незнакомые люди сходятся в одном. Коронавирус научил их ценить то, что по-настоящему важно, и не откладывать жизнь на завтра. Ведь завтра может никогда не наступить. О, я начала ценить больше жизнь. Это просто абсолютная переоценка ценностей. Бесконечно благодарна своей семье. И сейчас мне кажется, что мир стал прям ярче. На многие вещи, которые меня раздражали, начиная от неправильно стоящих тапочек, когда дети, внуки приходят, да, кончая там каким-то невыключенным компьютером, у меня такое ощущение, как будто они сейчас для меня, вот эти маленькие проблемы, не существуют. Честное слово. Когда ты находишься между жизнью и смертью, вот переоцениваешь, становишься добрее, помудрее, умеешь прощать уже. Мы оценили жизнь по-другому. Вот эта коронавирусная инфекция заставила нас все делать именно здесь и сейчас.